Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите еженедельное интервью главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. Юнусбек Андреевич, начнем с самого главного. Ингушетия отпраздновала 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По всей республике прошли памятные мероприятия и концерты. Первые лица страны поздравили вас и всю Ингушетию с этим праздником. Как вам в целом уровень проведения праздника? Уровень хороший. Я еще раз хочу всех наших жителей поздравить с этим праздником, с этим событием. Это главный праздник нашей страны. Без всяких там подтекстов, я имею в виду религиозных или других направлений. Это главное, потому что и политический праздник нашей страны. Но самое главное, вот уже в нынешней ситуации, когда есть попытки переписать историю, вообще замолчать роль нашей страны, наших народов в борьбе с фашизмом, в победе над фашизмом. Конечно, это очень важно, чтобы такие праздники с каждым годом все более масштабно отмечались. Но дело не в самом празднике, как его провести, а дело в подготовке. А подготовка — это и поднять то, что забытое, то, что неизвестное. Много там хроники, найти в этих хрониках, в том числе наших родных, близких. В каждом селе увековечить памяти тех, кто ушел на фронт с этого села, тех, кто вернулся, кто не вернулся с фронта. То есть эти моменты, которые мы... И, конечно, в увековечении памяти, в этих подготовке к этому празднику подключать больше молодежь, чтобы 80% в подготовке к празднику участвовала молодежь, подрастающее поколение. Тогда это будет передаваться из поколения в поколение. В целом я доволен и подготовкой, и проведением мероприятий в республике, в том числе и парадом, и салютом, ну и другими мероприятиями. Более 15 тысяч жителей Ингушетии приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Вы также участвовали. В этом году мы, кажется, установили рекорд по численности. Есть люди, которые из-за отсутствия времени не идут на эти мероприятия. Есть люди по убеждению, которые не ходят. Да, они при этом не меньше становятся патриотами страны. Просто у них есть свое мнение, чтобы... Они не хотят с портретом родных, близких ходить по улицам, там, ну и по-всякому. Не только у нас, и в других регионах. Есть те, у которых нет просто физического времени на это, там, отсутствие и так далее. Но мое твердое убеждение, что должна ходить. И эта акция движения «Бессмертный полк», во-первых, надо еще напомнить, что вообще мы эту акцию начинали. И мы под другим названием ее делали. Первый парад, когда мы делали в Малгобеке. Еще в стране не было акции «Бессмертный полк», когда у нас с портретом уже в Малгобеке прошли наши родственники тех, кто погиб на войне. И потом, еще раз повторяю, сейчас по всему миру эта акция, и то, что в этом году больше было тех, кто шел в колоннах «Бессмертного полка», это радует. Особенно, что много-много детей, много молодежи, ну и пожилых людей, которые... А как по-другому? Ты же чествуешь своего родного, близкого человека, который ушел на фронт и не вернулся. 9 мая вы также почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны на мемориале памяти и славы в Назране и побывали в гостях у ветеранов войны. Мы перед ними в долгу, как правило. Какая помощь им оказывается? Ну, во-первых, нет таких ветеранов войны и тружеников тыла республики, которые вот прямо сейчас нуждались бы в какой-то такой помощи. Помощь должна быть только во внимании. Сегодня должно быть максимальное внимание этим людям. Да, я не буду там цифры говорить, какие деньги мы дали в этом году в том числе, или там даем, но согласно указу президента, что там с 2010 года или до 2010 года все жилищные условия людей, они приведены в соответствие. Мы тогда акцию эту начинали, тогда в тот период ветеранов собирали, родственников собирали и определялись так, кому деньги, а кому реально обустройство. У нас и всех ветеранов только 3 нашлись, которые попросили жилье, а остальные попросили деньги. И все получили деньги федерального центра, которые поступили. Поэтому у нас проблем с ветеранским корпусом для того, чтобы улучшить жилищные условия там, или создать другого, нету. Сейчас вся проблема, да и в этом нет проблемы, но все равно все больше и больше надо внимания уделять просто. Все больше и больше врачей должны на личном контроле держать здоровье наших ветеранов.
И, конечно, сегодня надо очень бережно относиться, и проекты должны быть такие, не ветераны к нам, а мы к ветеранам. Мы должны ходить к ветеранам, мы должны их посещать, мы должны им оказывать внимание уже на дому, а не пытаться их вытягивать там силой, там, через 2-3 помощников на руках куда-то носить. Почему? Потому что для них это уже тяжело. Уже возраст у самого молодого ветерана Великой Отечественной уже как минимум 90 лет. Не говоря уже про других, которым уже 95-97. В самом начале вы затронули попытки переписать историю. Периодически предпринимаются попытки перекраивать историю Великой Отечественной войны. Исключить из победы в этой войне ключевую роль нашей страны. Этого нельзя допускать. Об этом вы сказали на встрече с председателем Конституционного суда Ингушетии Аюпом Гагиевым по случаю его награждения федеральной наградой медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Вот на этой встрече о чем еще говорилось? Ну, во-первых, там дело не в том, что мы говорили про Великую Отечественную войну или там перекраивать, не перекраивать, да. Понятное дело, что никто этого не позволит перекраивать, и как бы там лидеры ряда государств там не желали переписать историю, ну, из памяти не сотрешь. Но самое главное здесь уже вопрос, когда Владимир Владимирович Путин об этом уже не один раз уже говорит, в том числе и сейчас, когда на инаугурации, сейчас выступая на Красной площади, на параде Победы, говоря об этом, что мы должны все с каждым днем все больше и больше показывать, насколько велика роль нашего народа именно в борьбе с фашизмом, в победе над фашизмом. А на встрече с Аюпом Гагиевым, всегда в республике, я его поблагодарил за качественную, хорошую работу. Вообще у нас Конституционный суд работает на должном уровне, на высоком организационном уровне. И приглашение его было чисто поздравить его с той высокой государственной наградой, которую в своем указе его наградил президент страны Владимир Владимирович Путин. 10 мая вы произвели новые кадровые назначения, в частности, Улан Евлоев назначен вашим помощником-советником, а Муслим Индиев теперь возглавил Миннац республики. С чем связаны вот эти кадровые перестановки и какие задачи вы поставили перед назначенцами? Ну, во-первых, Евлоев не один раз уже об этом говорил и сам просился на другую работу в плане того, что все-таки у Евлоева больше, наверное, притяжение к миротворчеству, к каким-то там переговорным процессам, участие в различных там мероприятиях в плане согласия между людьми и так далее. Налаживание отношений, да? Да, диалога, отношений. То есть у него эта черта есть, и он это чувствует сам. А работа министра по делам национальности, она более шире, да, более программнее, и она больше за пределами республики, она больше там. Поэтому в связи с этим мы и делали вот такую рокировку, чтобы все-таки Евлоева на направлении этого, чтобы в администрации возглавил в том числе эту работу, к которому он больше имеет притяжение, и должности помощника советского, чтобы в этом направлении работал. А Муслим, чтобы поработал уже как министр по делам национальности и печати, и реализовал те внутренние резервы, которые у него там есть. Я уверен, что они оба с задачами справятся, которые стоят, они сложные, они выполнимые задачи. И при этом я еще раз подчеркиваю, что на этом мы не останавливаемся, мы еще смотрим по ряду перестановок в правительстве в том числе. Но слухи или разговоры о том, что вот якобы правительство распускать, не распускать, они беспочвенны. Никто не будет правительство распускать. Правительство с каждым днем нарабатывает, и председатель правительства уже опыт накопил достаточный, и уже многие проекты без моего вмешательства уже решается выполнять задачи. Поэтому правительство будет в том же составе работать, но при этом некоторые рокировки в правительстве. То есть масштабных изменений не будет? Не будет, конечно. В пятницу вы приняли участие в коллегии Минфина Ингушетии по итогам 2017 года. Какие основные задачи вы поставили на этот год? У нас не только 18, у нас 18 и плановый 19-20 года бюджет сформирован. И мы должны на эти годы раскладывать задачи. Они сложные. Да, Минфин реально много вопросов порешал. Сейчас очень сложно не только нам, а регионам России.
И мы понимаем, что с учетом того, что министр финансов сегодня, Силуанов Антон Германович, он же первый зампредседателя правительства, в этом плане может и на порядок будет легче уже выстраивать взаимоотношения. Почему? Потому что много вопросов там в промежуточных звеньях не решались, нужно было согласовывать. У нас много задач по завершению начатых объектов, которые мы должны в этом году завершить. Много вопросов по началу тех объектов, которые переходящие на следующий год. Но каждый объект требует и проектно-сметной документации, и других вещей. А это должно делать за счет собственных средств. И много вопросов по кредиторке, по погашению кредиторки и изыскиванию средств на вот эти проекты, объекты. Не говоря уже про другие направления, как молодежная политика там, или национальная политика, все сферы, где мы должны из своего бюджета каким-то образом поддерживать, так как с федерального бюджета в этих направлениях программ нет. Поэтому у Минфина много сложных задач. Но самое главное сейчас, еще повторяю, я это озвучил вчера, это погашение кредиторки, это госдолг, минимизация госдолга и не входить больше в долговую яму. Большие цифры долга? Она небольшая для нашей республики, небольшая цифра, но тем не менее, это почти 2 миллиарда рублей. Но, тем не менее, это тот долг, госдолг, который мы получали как бюджетный кредит, чтобы закрыть те темы, в том числе и задачи федерального плана. Но тем не менее, это наш долг, поэтому мы над этим должны работать и работаем. Ну и еще одна задача, это, конечно, не допускать финансовых нарушений и четко держать контроль над бюджетным обеспечением по всем направлениям, во всех министерствах и ведомствах. В последнее время в республике часто проходят различного рода форумы, блогинг, саммит парламентариев, ну а теперь молодежный форум Торгим-2018, который собрал представителей не только России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Как вы считаете, какие положительные моменты в себе несут вот такие мероприятия? Ну, в первую очередь люди приезжают со стороны. Сейчас мы понимаем, что вся такая и позитивная и негативная реклама регионов, она ведется в соцсетях. И люди, приезжающие к нам в республику, они видят республику, видят ее красоту, видят взаимодействие, видят гостеприимство, видят простых людей, и это все расходится по всей стране, и в том числе те страны, откуда наши гости приехали. Это первое. Второе, молодые люди приезжают такие на форумы, они между собой общаются, встречаются, соприкасаются с нашей молодежью. И понимают, что они такие же, как все молодые люди, без всяких тараканов в голове, и друг на друга смотрят и учатся, как развиваться, как быть современным, но при этом не терять свою там, внутреннюю стержень, там, национальность и так далее, другие черты, обычаи, традиции и так далее. И третье, на этих форумах есть различные программы, для ведения которых приглашены со стороны специалисты высокого уровня. Здесь присутствует сегодня и один из таких известных кавказоведов, там, Руслан Курбанов. Присутствует здесь руководитель Московского кавказского клуба Шамиль Джафаров. И присутствуют представители из ФАДН, представители из Роскоммолодежи, других направлений. И они будут с этими ребятами, молодежью, проводить различные там, семинары, различные тренинги там, ну, и так далее. Поэтому это вот как раз та тема, где молодые ребята многому чему научатся и поймут, как себя выстраивать дальше в общих схемах. Тем более сейчас идут региональные форумы, а дальше перейдут уже на окружные форумы, в том числе форум Машук там, и другие форумы, которые проходят в федеральных округах. Поэтому очень важная тема, и уж точно одно, что все, кто приехал на этот форум, они останутся только в плюсе, они получат много-много различных эмоций. Затронем тему гуманитарной помощи. Ингушетия провела в Сирии очередную благотворительную акцию «Из Ингушетии с любовью», 6-ю уже по счету. В преддверии священного месяца Рамадан тысячи семей получили более 18 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания. Планируется ли еще такого рода акции в ближайшем будущем? Да, планируется. Мы не ставим перед собой целью, что когда чего, это просто
поступает ряд предложений, ряд заявок о том, что от наших друзей в Сирии, когда им нужна была бы такая помощь. И поэтому мы, конечно, участвуем. Эта акция была именно в преддверии священного месяца Рамадан, чтобы показать что народу Сирии, что мы с ними. Это как раз в тех местах, где наиболее сложная ситуация, обстановка. Поэтому любая такая помощь — это большое подспорье для людей в первую очередь, ну и для властей на местах. Потому что это важно видеть, как другие народы, потому что народы страны, народы России помогают не только в цели военной помощи, но и гуманитарными направлениями. Поэтому будем участвовать, будем помогать и максимально сделаем все, чтобы, все, что в наших силах, чтобы помочь таким обездоленным, в том числе и внутри нашей республики. На этой неделе вы проинспектировали ход строительства университетских объектов в Магасе, бассейн и новый научно-лабораторный корпус. Что вы скажете? Бассейн почти уже готов, но он вообще готов, надо сейчас дождаться оборудования, наладить там на работу. Я надеюсь, что там новый руководитель, они все эту работу наладят, приведут в соответствие, что этот бассейн станет такой хорошей визитной карточкой для наших женщин, которые, и для детей, которые должны получать, укреплять свое здоровье в том числе. Корпус университетский новый, он очень красивый получается. Только жалко, что он не на передней линии, но тем не менее хорошо расположен, далеко его видно. И я уверен, у нас получится совершенный корпус. Но он будет сдаваться к концу 2019 года, поэтому там работа идет. Это еще раз показывает о том, что и федеральный центр, и мы все вместе работаем над тем, чтобы комфортные условия для учебы молодежи создать. А бассейн когда откроется? Пока не могу сказать, нужно ждать. Я пока, по крайней мере, дал месяц времени, чтобы все-таки надо добиться средств на оборудование в этот бассейн. В продолжение темы строительства, 10 мая вы осмотрели территорию предполагаемого строительства парка «Россия. Моя история» в Магасе. Объект будет построен рядом с башней Согласия. Почему выбрано это место? Мы по-разному думали, подходили. Все-таки это такой центральный момент. Вот этот музейный комплекс «Россия. Моя история» — это все-таки такой в столице, наверное, должно быть, поэтому выбрали место. В центре. Он на виду, он в центре, он удобен. Там же, кстати, мы по генплану проходит аллея героев, поэтому эту аллею тоже там будем делать. И в комплексе видим вот в этом месте именно вот такой музейный комплекс «Россия. Моя история». Там в этом музее есть две составляющие. Это контента, информационное содержание федеральное и контента наше, национальное, традиционное. Поэтому рабочая группа здесь работает. Мы максимально сделаем так, чтобы всем было удобно, комфортно посещать этот музей, комплекс. И он будет на территории более 2 гектаров земли. Я уверен, что это будет такой хороший проект. Примерные планы строительства? Планы сроки. К концу 2019 года мы его должны сдать. В ходе расширенного заседания правительства Ингушетии был утвержден план мероприятий в священный месяц Рамадан. Согласно плану, во всех районах и городах республики, в том числе и в Москве, пройдет акция «Шатер Рамадана». Вы также отметили, что главам муниципалитетов стоит уделить особое внимание на семьи из категории остро нуждающихся. Расскажите поподробнее. Обсуждались много вопросов, но я сейчас только хотел бы сказать не про в целом совещание, а про наступающий месяц Рамадан. Мы здесь обсудили вопросы, я буквально понедельник, вторник заслушаю, в том числе предложения глав муниципальных образований. Такая задача, задумка, чтобы за время этого месяца Рамадан во многих селах или во всех селах максимально люди, которые остро нуждаются, были обеспечены тем, что им необходимо вот именно непосредственно сегодня и сейчас. В том числе, чтобы они не нуждались бы в том, чтобы накрыть стол, привести какой-то порядок, одеть детей к празднику. То есть мы здесь это все распишем, рассмотрим. И единственная просьба к жителям, те, у кого есть возможность это делать, не лезьте туда, не мешайте. Почему? Потому что когда начинают писать письма, я нуждаюсь, а потом комиссия, когда приезжает, проверяет, что там все есть дома, не совсем красиво, тогда получается мы
не даем именно тем, кто нуждается, не доходит это до тех, кто нуждается. Поэтому здесь я не говорю про религиозную составляющую, боязнь перед Всевышним, я просто элементарно человечески говорю, что не делайте этого и постарайтесь, наоборот, помочь местным властям. И там, у кого есть возможность помочь вот этим детям там, или этим семьям, пожалуйста, участвуйте, там, принимайте участие. На этой неделе, скорее всего, на этой неделе, в конце недели, наступит священный месяц Рамадана, и я, пользуясь случаем, хотел бы всех призвать к чему? Можно 1000 причин придумать, чтобы не простить. 1000 причин даже по самому элементарному, там, мелкому вопросу. И только одна причина, чтобы простить, что прощение имеет огромную цену, колоссальную цену перед Всевышним. Тем более, когда вы прощаете с именем Всевышнего на устах. Делал духдут азер, делал шидухдут азер, контервался. То есть вот эти вещи, которые не имеют никакой цены в этом мире. Но колоссальная цена в вечном мире. Поэтому я здесь просил бы те, кто отвечает за это решение, не придумывать причины. Ни погода, не то, что кто-то мимо быстро проехал, не то, что свет газа отключили, не то, что кто-то не приходит с поклоном и не просит прощения, ни какие-то другие. Вот из этих 1000 причин есть такие мелкие вещи, которые не позволяют вот сказать это «я прощаю». Поэтому постарайтесь, дорогие жители, те, кто должен принять решение. Есть в своем большинстве, там, где мужчина должен принять дома решение, или это старший в тейпе, или это старший в доме, или это старший брат, который остался, или это один из единственных сыновей, который остался. Примите на себя вот это решение, и просто вы не перед кем, а делайте это перед Всевышним. Его войны именно наняли, решили, калсагу решение принять хижбаш, мотки живы. Цикална кадар докдаша, что нуанойда. Няг вали, шин вали, кавар вали, куан юлами зулм шаа гудаш, нан халара, калсаг халара, нан халара. Кургби халдали, ахтали, халам диада, сандат схал. Кургби тоже нигити хандир дахкс. Дали изманак. Хайн моги аздатыр ал, пурум душан ал, или аздатыр ал. Хайн смоги дат ашан даттылыр. Ош яга чат яхиси али, дехяли даот. Калсаг халара тем более. Аза дихудар янхат. Хайн чайол чан хоз халцы же, ква ачвал че болк бақи нағлат штейпан. Хаяға нағлат, элдер кинуш ток жоқ қыз наха гулбаны қысақ баған дітсімігір. Хоз датсыз наға ехі хоз қалдсыз. Поэтому любой қалсы кітсі ұлықа мана кіз бұл надал дейжі. Шин сымоги ездет. Надал дейжі. Шин моги шума нады, шин бол бер. Сугыр ерде еждел сақан дер янишан. Сақан дер янишан. Соғытя латыр чөне, даял, даял. Да, ва халва вич, вошы халва вич, да халва вич. Ханы он қосаты дер, да, сатым дат. Но нас хам хадыри, тайпы чаға халар хуыз, нас қалсығы чаға халар хуыз. Поэтому у Волока засня подробно именно у Махри бета, дальше безбя, қаула, у Махри бета, у Махри кабры, қабыла худолыш. Вы не гитешь кабыла худолыш, вы дикхаму кабыла худолыш. Именно с этого я начал. Прощение. Делал дух азда, ханзи яхшук, кантир дол. Пейна ждет тидича, пейна ждет. Довдет тидича, довдет. Ханял шайвар довдет хул, сак ван моти гейм тидичам, лор ложи, что на контроль латер, цаншара, шаншара, ичара, шоуст ичара лат. Эйцулуш. Она туартия, бития, хамхан, шмотики из опаснее хул. Фалну валлахун гушту алчича,
ирчахал хайхтич чамаш нагба бир моцк шадал. Поэтому сдоя хамы дет. Чога дас. Но цажб дет дезерш. Цаже бехки бояр штаган. Бехки барышбы случайно хамай харышбы неумышленно ярдес. Царга арлоудорсук. Доктор аш цахцедаш. Гаргал барыш бар обетта. Денни боси нартохтыш. Денни боси шаш бехки дол хоуд на вохан даход долш. Шаш дехки дян дахойт. Шан сбарт безл дахейт. Шаш кандер ба безл дахейт. Сулка уарига диорда дас цахцедаш вахкор зангбар дишара цидишара кадерже уже қалнага халти хабажы бол наболби. وبيتا وبيزش ماري بيتا من قابل بيش بيزش ماري بيتا وي زلمش دقة من دمال دواغة ي قابل خلري ومار قابل خلري ويتانا خلري وديكا خلري ما هم خلصوا. Да, надо помогать, но постарайтесь все-таки вот эту помощь оказывать через главу села, через имама села. Почему? Потому что они лучше знают, тем более у имама списки выверенные таким образом с точки зрения религиозного содержания, кому положено. Поэтому постарайтесь все-таки это сверить, чтобы у нас не было, что одной семье все, а другой семье ничего. В первую очередь надо взять те семьи, где одинокая женщина с детьми, где хозяин дома инвалид, он не в состоянии физически работать. Может, у них могут ваш там помочь. Где есть здоровый муж, здоровый хозяин дома, но много детей, и он не в состоянии, вот, работая, даже обеспечить. Вот эти семьи возьмите на контроль. И помощь, она может быть разная. И если я просил бы все-таки согласовывать главам населенных пунктов, задача поставлена вместе с имамами, посмотреть, помощь, она может быть в еде, помощь, она может быть в ремонте забора, в ремонте крыши, покупки какой-то бытовой техники, которая облегчит жизнь этой женщины, хозяйки, и этих детей, которые там находятся дома. Помощь в покупке одежды, в конце концов. То есть просил бы здесь всех принять в этом месте самое активное участие, в том числе в этих проектах, в этих направлениях. А все, что касается органов власти, именно к наступлению, мы же задачи эти поставили. Надеюсь, там максимально и по дорогам поработаем, и разметками, и качественным улучшением, максимально и со всеми знаками поработаем, максимально поработаем и потому, чтобы своевременно зарплату получили люди. Ну, то есть все, что от власти, максимально поработать над тем, чтобы не было сбоев в этом месте по воде, по другим направлениям ЖКХ. Тем более я поставил задачу, что каждый день в этом месте будет разбор. В том числе под камеру, где произошли какие-то сбои. То есть постараемся сделать так, чтобы максимально улучшить качество людей, чтобы в этом месте всем было более комфортно. Ну и будем готовиться к нашему такому самому дорогому, хорошему, святому празднику Мархаша. Что ж, на этом все. Янузбек Багмангереевич, благодарим вас за интервью. Баркал. Уважаемые телезрители, вы смотрели еженедельное интервью главы Ингушетии Янузбека Багмангереевича Евкурова. Всего доброго.